Мы в браке были с этим человеком долгое время. После развода, которое произошло тоже из-за систематического физического насилия, я ушла. Самостоятельно воспитывала детей на протяжении 5 лет. Он не принимал участия в их жизни. И это было нормой нашей, мы так и жили. Потом, когда появилась у меня возможность поехать на повышение квалификации, я прошла через большой конкурс, меня направили, полностью спонсируемая стипендия через швейцарское государство. Сначала он согласился и подписал, разрешение на вывоз детей нотариальное. И потом в один день мне звонят из посольства и говорят: ну все, получается, ваш бывший супруг отозвал свое разрешение на вывоз детей, и мы не можем дальше рассматривать документы ваших детей на визу. Ваши мы уже рассмотрели, вы уже получили визу, а ваши дети нет. И вот с тех пор у нас вот это все началось. Это, получается, было в июле 2024 года. Буквально через месяц, то есть я еще даже не улетела, в августе дети были с ним, и в начале сентября он уже сам пишет на меня заявление в октябрьские органы опеки и говорит: она не исполняет свои материнские обязательства, дети хотят к ней, пусть она их заберет. Мы пришли в Октябрьское, там в присутствии органов ОПСД Октябрьского района он подписал, сказал: вот я собственноручно передаю детей матери, и с тех пор дети должны были быть со мной. В итоге у меня уже начинается программа, я должна улетать. Я улетаю, мои дети остаются вместе с моим отцом, потому что их собственный папа, он сказал, что все, он передал мне их лично в органах опеки. И я улетаю со спокойной душой, думая, скорее всего, через какое-то время он все-таки подпишет эту доверенность, и я смогу с детьми вместе уехать, то есть их забрать к себе. Что происходит после? Он со скандалом, с силой отбирает моих детей у моего папы в органах социальной опеки в городе Ош. Таким образом, получается, дети оказались у него. Как только он забрал детей, все, никакого контакта у меня с ними уже не происходило, потому что я не могла с ними связаться по телефону, он заблокировал мои номера у детей, мои родные не могли с ними связаться, потому что он просто не давал им видеться. Я прилетела специально, чтобы все-таки наконец-то попробовать хотя бы увидеться с детьми, потому что я знала, что он будет чинить препятствия, это не будет просто я прилетела и увидела с детьми. Я прилетела, он водил детей к психологу, потому что суд его обязал водить детей к психологу, и вот именно в кабинете у психолога я встретилась со своими детьми. И в присутствии психолога он такой хотел показаться хорошим человеком, говорит: ладно, пусть дети, пока ты здесь, будут с тобой. Мы пошли домой, дети немного расслабились, конечно, мы стали поплакали, пообнимались. Это было очень странное, сильное напряжение в том плане, что я чувствовала, что с детьми что-то не так. Они были очень сильно зажаты. И на следующее утро мы проснулись, у дочки начала идти кровь из носа. У нее стала идти кровь из носа просто так рано утром. Мы стали вот это все чистить и так далее. Сели за стол, когда более-менее все прошло. И она уже вот такая стала, на эмоциях, стала рассказывать, что происходило. Она сказала, что она боится папы, потому что с ее слов он ее бил. Он бил ее по ягодицам, по спине, по рукам, по ногам и матерился на меня, говорил: я такая плохая женщина на букву «С», и моя дочь такая же, и еще моя дочь такая же на букву «Ш». И вот такие вещи моей 6-летней дочери он говорил и просто ее бил, если она утром не просыпалась. Она не просыпается, он начинает злиться. Я говорю: а что еще он делал? У меня уже началась паника. Я думала, неужели
неужели родной отец вот может так себя вести в отношении своей беззащитной дочери, которую он силой у меня отобрал, и теперь он что с ней делает, да? Она стала говорить то, что он вот так заходит в комнату и кричит: вставайте, если они вовремя не встали, ну все, теперь лежите, не двигайтесь, я вас сейчас побью. И вот она мне такие вещи рассказала. Я стала, очень долго в себя приходила, потом стала с сыном разговаривать. Говорю: Балам, расскажи мне, что было, потому что он совершенно говорил: нет, все нормально, все хорошо. Он не хотел говорить, он был испуган. В конечном итоге, когда он узнал, что сестренка мне все рассказала, он тоже стал рассказывать, то, что отец бил их, матерился и просто ужасно себя вел в их отношении, применял физическое насилие на регулярной основе, бил сына палкой по ногам. Это была, я спросила, что за палка, как дома может быть палка? Это, говорит, палка, которой чешут спину, деревянная палка. Вот такой палкой он меня бил. Очень сильно испугавшись, мы пошли, я написала заявление в Октябрьский РОВД. В Октябрьском РОВД провела очень долго времени, пытаясь доказать, что моим детям нужна защита. Это ненормально, что этот человек сначала физически просто отобрал детей у их матери, можно сказать, держал их в заложниках, не давая мне с ними общаться, потом за закрытыми дверями творил вот это нечеловеческое, я не знаю, как это даже описать, отношение к своим детям. В конечном итоге билась и получила охранный ордер на 1 месяц от этого человека, что он не имеет права приближаться к детям и так далее. Но судебная, то есть следователь, он решил просто, говорит: я не буду проводить опрос детей, потому что у нас нет подходящих условий для опроса детей. Ну вы же мне уже сказали, ну вот я же вам уже охранный ордер выдал, и вот типа, и вот на этом. И никакого дела возбуждать не будем, вот у вас есть охранный ордер. Я говорю: как вы не будете детей допрашивать? По законодательству детей нужно допросить, можно допросить в присутствии там органов опеки, психолога, инспектора по делам несовершеннолетних и так далее. То есть он в курсе этого, но просто ссылаясь на то, что у него не было подходящих условий для проведения опроса, он просто вот стал отпинывать нас. В конечном итоге ни с чем я ушла, и меня это вынудило вот начинать говорить об этом публично. В конечном итоге, после того, как все это видео вышло в сеть и оно начало набирать обороты, на следующий день рано утром вот у нас состоялось, получается, допрос детей. Оказывается, можно это все в комнате провести, просто и все люди могут там оказаться, и ИДН, и ОПСД, и психолог, все присутствовали, где дети дали показания. Мама детей, как законный представитель, написала заявление в УВД Октябрьского района по факту истязания, так как дети неоднократно подвергались как физическому, так и психологическому насилию. Следователь, приняв заявление, не назначил судебно-медицинскую экспертизу, несмотря на то, что это действие должно быть сразу, непосредственно после того, как следователю стало известно о факте преступления. Экспертизу назначили только спустя 3 дня. Кроме этого, были нарушены другие процессуальные нормы. К примеру, когда следователь назначал психолого-психиатрическую экспертизу, даже по самому постановлению понятно, что следователь не видит разницы между психологической, психиатрической, психолого-психиатрической экспертизой. По фабуле дела эти термины все время путаются, и вопросы выставлены такие, как будто дети не потерпевшие, а дети практически обвиняемые. Вот. В связи с этим мы сейчас обратились в прокуратуру, в другие органы по защите прав детей, для того, чтобы они осуществляли надзор и контроль за следствием. У нас есть обоснованные подозрения в связи с тем, что мы уже неделю за каждое процессуальное действие так бьемся. У нас есть обоснованные подозрения, что дело будет затянуто, возможно, даже отказано в возбуждении уголовного дела, и все это будет спущено в архив.